Добрый день! Вы смотрите «Рабочий полдень» на телеканале Юрган. Значит, пришло время сменить направление своих мыслей, чуточку расслабиться и отдохнуть. В студии Екатерина Борш, и, казалось бы, сложный понедельник мы начнем с легкой и позитивной темы. Но прежде небольшая порция новостей. Команда Республиканской спортивной школы по футболу стала серебряным призером первенства Северо-Запада среди юношей 2005 года рождения. Член нашей команды Игорь Бабичев признан лучшим защитником турнира. Лучшим бомбардиром стал его партнер по команде Роман Вишляга. В Воркуте открылась уже 5-я детская образовательная лаборатория проекта «Мини-технопарк. Экология и техносфера». А в 2018 году планируется открыть направление «Медиасфера» и «Шоу-технологии». Завтра на 23-й международной туристической выставке форуме «Наша республика» представит свой туристско-рекреационный потенциал в рамках объединенного стенда межрегионального историко-культурного туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Этот проект состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города и территории, областные центры, крупные населенные пункты северо-запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вернемся к нам в студию. Гости нашего эфира – юные по возрасту, но уже опытные блогеры. Никита Чернов и Илья Удачный. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире 46 90 60. К нашим гостям с вашими вопросами, пожалуйста, обращайтесь, с удовольствием на них ответим. 40 минут у вас на это есть. А я хотела бы для начала разобраться в терминологии. Вот поясните мне и нашим телезрителям, вот кто такой все-таки блогер? В первую очередь блогер — это человек, который просто описывает и рассказывает все, что видит, все, что чувствует, и это он пытается преподнести своей аудитории. Ну, грубо говоря, рассказать подписчикам о том, что он увидел, узнал. То есть какие-то вот такие тематические моменты. Илья, у вас какие ощущения? Кем должен быть блогер? В первую очередь должен быть веселым. То есть человек приходит за настроением, чтобы посмотреть канал человека. Ну, в принципе, все. То есть, если какое-то грустное рассуждение, этому не место уже на канале? Нет, на самом деле место, потому что есть, ну, как я уже сказал, разные тематики. Все, что хочешь блогеры, рассказывать. есть веселые блогеры, Да, так да. получается? То есть обязательно изначально выбрать себе какую-то тематику, или можно эту тематику в течение, там, не знаю, существования этого канала менять потихонечку? Ну вот тут такой, да, момент, если ты уже набрал большую аудиторию на определенной тематике и поменяешь, возможно, от тебя аудитория просто начнет уплывать, уходить, потому что, ну, та аудитория, которая привыкла к определенной тематике на твоем канале, на твоем информационном ресурсе, она к этому привыкла и хочет дальше это смотреть. Ты раз взял, сменил, и все, это твоя погрешность, они от тебя уходят. Поэтому, но если ты еще начинающий блогер, тебе придется как бы пробовать разные форматы, и что-то из этого тебе подойдет. А как искать свою нишу? Ведь, ну, если я правильно понимаю, должно быть востребовано аудиторией. Соответственно, это как товар, да, своеобразный. Как вот просматривают продавцы, нужен хлеб или не нужен, да, там, ну, якобы утрирую. Вот в этой ситуации вы как-то продумывали, что вот люди хотят видеть вот про это? Ну да, тут большинство людей хотят видеть образ какой-то интересный. Больше всего вот именно конкретно блоги, которых мы касаемся, видеоблоги на Ютубе, люди, которые там находятся, это в большинстве своем дети. Они хотят видеть веселых, задорных ребят, которые будут рассказывать про игры, про свои какие-то путешествия, лайфстайлеры, те, которые рассказывают о своей жизни, описывают они что-то. И если это нравится потенциальному, так сказать, покупателю, этот товар нравится, то он будет на это подписываться и продолжает следить за событиями, течением времени. Илья, о чем вы рассказываете своим подписчикам? Я снимаю челленджи, то есть задания какие-то выполнять на камеру о заброшенных местах нашего города. То есть у каждого своя аудитория, которая воспринимает определенный контент. То есть она абсолютно разная у всех. А как? То есть вам пишут: расскажи-ка нам вот об этом месте. И вы ищете информацию, приезжаете, снимаете, рассказываете какие-то интересные нюансы. Да, детям интересны именно заброшенные места. Они начинают? Ведь нужно как-то, вы как блогеры причислены все-таки к журналистам. Да, вы я должны нести ответственность за то, что вы несете, да, в массы. И все равно ходят, да? Да, но я все равно предупреждаю, что этого делать не нужно, что это опасно. Вот, так что пусть лучше они посмотрят это у меня в видео, чем туда пойдут.
Как информационный, скорее всего, видеоролик такой. Вот, мы покажем вам эту заброшку, например. Посмотрите, но туда не ходите. Ни в коем случае. Никита, у вас какое направление? У меня, да, я по-прежнему себя ищу. Я такой лайфстайлер, снимаю про все, что движется и не движется, все, что мне интересно. Когда идеи, ну, совсем впритык кончились у меня, я просто создаю пост, интересуюсь у подписчиков, что вы хотите видеть, и они отвечают, что они хотят увидеть. Может быть, тот же челлендж, то есть когда задание какое-то выполняют на камеру, может, отвечаем на какие-то вопросы, просто создаем рандомный пост. Отвечу на любой ваш вопрос. Они пишут вопросы, и ты делаешь из этого развлекательное видео с всякими смешными ставками и так далее. Это детям нравится. Да и не только детям, взрослая аудитория все-таки тоже это есть. импровизация или это очень продуманные Смотря, действия? опять же, какие проекты. У меня был один из проектов, назывался «Критик». Сейчас я его пока не веду, но планирую дальше Что же вы возобновить. критиковали такое? Всяких блогеров, не очень В хорошие... своей же сфере. Да, в своей же сфере ребят, но не очень хорошей, можно сказать, репутации. Но вот конкретно к этому проекту у Там меня... есть репутация. Да, и конкретно к этому проекту я досконально прописывал сценарий, читал, ну, как сказать, не суфлера, то есть там дублями писали и читал по строчке. Потому что, ну, невозможно сценарий, естественно, запомнить, а суфлера у меня нету. А касательно блога, импровизации, ну, естественно, ты вот пошел, допустим, ну, в аквапарк. Берешь камеру, идешь, снимаешь, рассказываешь свои впечатления. Люди любят эмоции, очень любят. И на этом держится, скорее всего, благосфера наша. Но при этом тогда нужно, чтобы язык был грамотный, Подвешен. чтобы было приятно слушать. Так ведь, если человек, блогер, да, будет спотыкаться через каждое слово и говорить, ну здесь здорово, да. Ну вот, так же ж не будут У смотреть, нас и так ведь? такие есть блогеры. И, к сожалению, они, можно сказать, в андеграунде держатся. А То есть так, у них тоже своя аудитория, а да? так, да, но минимально, можно сказать. Есть там и блогеры, которые 6 лет, а у них только 10 тысяч подписчиков за эти 6 лет собрались. Но к чему вообще клоню? Каждый блогер, не то чтобы даже стремится, он должен стать лидером мнений. Ну, это вот лично мое мнение. Каждый блогер — это лидер мнения для своей аудитории. И, то есть, дети, допустим, если блогер рассказывает какие-нибудь советы о том, как там, ну, не знаю, ЕГЭ списать, да, или еще что-то, или, ну, не будут такие прям... Хулиганские какие-то, да? Или не хулиганские, не знаю, все что угодно рассказ, какие-нибудь советы дает, он становится автоматически лидером мнений. То же самое можно и применить в обычном блоге. Туда же ты пошел, ты сказал отзыв об этом месте, куда ты пошел. Следовательно, школьники скажут, школьники, твои подписчики, взрослые люди и так далее, они скажут, вот, он сказал свое мнение, значит, мы туда тоже пойдем. Лидеры мнений. И самое вот странное, что я не понимаю, то есть дети очень медленно, но стали очень сильно отвыкать от телевидения. Абсолютно отвыкать. То есть сейчас и у них преимущество, даже если они хотят посмотреть мультики или что-нибудь то, что идет только по телевизору, они это будут с радостью гуглить в интернете, но не включать определенный телеканал. А вот у нас есть телезрители, смотрят нас, естественно, и звонят даже. Здравствуйте, мы вас слушаем. А можно задать вопрос Никите? Конечно, можно. Да. Ради этого мы и пригласили его. Никита, кто твой любимый видеоблогер? Спасибо большое за вопрос. Вот внутренние уже любви. Любимого видеоблогера у меня в целом нет. Я редко Не сотвори смотрю... себе кумира, да? Да, кстати, в какой-то степени. Но я не смотрю русских блогеров, потому что, по большому счету, вообще, ну, не секрет, да, то, что в России все видеопроекты какие-то, это, ну, калька с Запада, можно так сказать. То же самое в блогосфере абсолютно. То есть что-то, какой-то тренд вышел в Америке, в других западных странах и То так есть далее. англоязычных Да. тоже просматриваете, Их, да? да, я именно их смотрю, чтобы, может, заранее что-то скопировать. Но другие Ну, русские... чтобы планка была выше, да, Да. и было к чему стремиться. Но вот что забавно, то что те моменты, которые были в трендах в других странах западных, англоязычных, год назад и так далее, они только сейчас начинают к нам приходить. То есть с опозданием в год мы почти. Но все равно мы такая оттуда все приличная идеи... уже разница Да, будет. но все равно мы оттуда все идеи берем. А у меня вот такой Западного интересен блогинга. вопрос. У меня лично складывается впечатление, думаю, многие из телезрителей постарше возраста присоединятся к этому мнению, что сейчас у кого есть фотоаппарат более-менее качественный, он считает себя фотографом. У кого есть канал на YouTube, он Да, считает да, да. себя блогером. Но наверняка есть какие-то все-таки нюансы, которые убирают, кто не блогер, а кто истинный блогер. Вот что это, какие параметры? Ну вот лично для меня параметры — это далеко не количество подписчиков. То есть для меня параметр — качество. То есть это вот как фраза типа «лучше качество, чем количество», да, и тут, грубо говоря, то же самое. Есть и те блогеры, которые тоже, у них очень мало аудитории, но они такой контент делают, но просто не могут вырваться в топ. А почему не могут вырваться в топ на Ютубе? Потому что там все,
ну, забито уже. Забито теми, кто снимает низкосортный контент, я бы так сказал, но они выбиваются, потому что они делают это чаще, потому что чем хуже ты снимаешь, тем чаще ты это можешь делать. Ну, а если у тебя есть какие-то определенные возможности связи с более популярными блогерами, деньги, ты, естественно, будешь вырываться в топ. Поэтому это вот как такая преграда, стена, которая не позволяет людям с качественным контентом вырываться в массы. Илья, вы что добавите? Ну, вот хорошее настроение, да, человек должен быть Да. интересен. Талант бы должен быть. И уметь монтировать хорошо, это тоже важная часть именно видеоблогинга. Не только монтировать, терпение очень важно, Да. потому что в чем Сколько отличается нюансов, Не видеоблогинг? просто так все. В чем отличается видеоблогинг от телевидения? В том, что вся работа, монтаж, свет, грим, операторы, тыры-пыры, все эти вещи, которые на телевидении на каждую должность по одному человеку, ты это все сам должен делать. И это, ну, это нереально работа. Вот у меня на обычный ролик монтаж уходит минимум часов 3-4. Это нереально, если честно. Ну, хотя бы на съемку меньше. Ну, вот любопытно все-таки. Я практически каждый свой эфир предваряю таким определенным роликом. Могу ли я себя мнить блогером? Я видел ваши ролики. То есть мое отношение к этим роликам немножко другое. Я анонсирую ту продукцию, которой я Ну, я занимаюсь, бы сказал, что своей это работой. просто как анонс будущего телеэфира. То есть содержание, оно тоже важно. То есть, как? Содержание важно, да, но... То есть нужно как? Что-то донести до вашего зрителя? Вот что должно быть внутри? Сейчас не очень важен смысл видео. Сейчас человек приходит просто за настроением что-то посмотреть. Не важен смысл абсолютно сейчас для детей именно. То есть если бы я сделала, например, кульбит, у меня было бы там 10 тысяч просмотров, да? Все может быть. Можете попробовать. Но, опять же, это сложная очень тема, и самое сложное во всем этом — это продвижение. В любом случае, потому что это То нужно... есть даже Это не труд. только это важно, насколько качественный продукт, Качество, но и да, как и то, продвигать. как ты сможешь распланировать то, куда ты это засунешь, как это сможет, зрители как это смогут увидеть все это, какой будет отзыв от зрителей и какие выводы ты на этом сделаешь. Ну, я, по крайней мере, так работаю. То есть залил, смотрю отзывы, не понравилось, пробую новое. Понравилось, продолжаю то же самое. А самые хулиганские выходки, которые вы себе позволяли вот, на своих каналах, Много мата в видео. Иногда бывает. это допустимо? Если это не прямой эфир, я считаю, что... Ну, такие моменты даже не просто закон уже разрешает снова. Роскомнадзор все убрал этот реестр блогеров. Нам это как камень с души. хотя Ну, у вы же нас сами не было. говорите, что ваша основная аудитория — это дети. То Но есть это бывает, что- это когда эмоциональные слишком видео какие-то бывают, и чтобы передать какую-то эмоцию, нужно использовать, например, какой-то мат. Ну, ведь Я от мата уже ухожу, все. у нас Меня сюда очень не такой пристраивайте. богатый язык. Неужели нельзя? Ну, я говорю, опять-таки, вы же должны нести ответственность. Это бывает редко. Я пытаюсь. Ну и более я того, пытаюсь. зная, что из себя сейчас представляет нынешний русский YouTube, я скажу так. Дети даже, ну просто вот на примере своего брата, допустим, да, он телевидением не пользуется. Само собой, у него стоит телевизор, который с доступом в интернет, и он сам научился уже на пульте, ему 4 года, он научился на пульте переключать YouTube. Ага. Но он смотрит мультики. Просто в чем минус? YouTube устроен так, если мы касательно YouTube 4 говорим. года. Так. Если мы касательно Ютуба говорим, он устроен каким-то странным способом. У него алгоритмы выдачи видео в поисковике очень разные. Поэтому, допустим, рядом с мультиком он может такую... Ну, то, что нельзя просто смотреть. И Ужас вот, какой-то, да, 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 например? И вот по этой причине, ну, лично мое мнение, дети, я думаю, даже и не 4 года еще младше знают бранные слова нашего великого могучего русского языка. Ну, может быть, опять-таки, это в ваших силах, если у вас такая широкая аудитория, послужить культуре общества. Культуру преподносим как можем. Почему параллельно не рассказать? А вот сегодня как раз-таки я прочитал там свой любимый 2-й томик Пушкина. Ну, потому что, Неинтересно к сожалению, это это не зайдет детям. Дети хотят видеть эмоции, позитива своего любимого кумира не от того, что он прочитал какой-нибудь том очередной книги, а от того, что он куда-то сходил, что-то получил. Ну, там, подарок, например, если это такого характера ролики и так далее. Вот это будет им интересно. Про книги, ну, у нас не очень читающие дети. А правда, что вот чем глупее, не знаю, пост, чем меньше, тем больше будет Да. просмотров? Да, чем это называется хайп. Хайп. Знаете, да, слово? Нет. Нет, хайп — это когда на какой-то определенной теме ты смог очень сильно завируситься.
Так, Завируситься. еще один термин. Так, стать популярным. Ну, это называется, то есть если это обобщить одним словом, это хайп. Ну, тоже английская терминология. Вот, грубо говоря, чем глупее реально у тебя что-то выходит, и если ты это загружаешь, потому что, ну, такая тенденция у нас. У нас дети любят эмоции, дети любят глупость, дурачество, прикалывания всякие эти. Вот это и выходит в топы. А как насчет взрослой аудитории? Неужели взрослых, думающих, там совсем Есть, нет? есть взрослые люди, есть взрослые блогеры, которые как раз, их аудитория это от 30 лет, от 20 лет и старше. Это техноблогеры, автоблогеры. Школьникам это тоже не будет интересно. Мы конкретно с Ильей ориентируемся на детей. Потому что, ну, во-первых, это более легкая на самом деле аудитория, потому что взрослого человека тяжелее заинтересовать. А во-вторых, то, что детей много в интернете, а взрослых чуть-чуть меньше. Все-таки зачем это вам нужно? Вот зачем? Это что? Это развлечение. Самореализация, скорее всего. Может быть, это какое-то, не знаю, будущее, зацепка. Опять-таки, если нужен монтаж, это ведь возможно вот, в сфере медиа себя применить. Ну не, просто как пример, несколько веков назад, да, люди, которые хотели как-то самоутвердиться, ну вот, писатели начинали писать стихи и так далее. Сейчас в веке доступных технологий мы можем себе позволить снять видео и тоже на этом самоутвердиться. Ну, то есть даже не самоутвердиться, просто мне не нравится это слово, а сказал бы просто показать свое творчество и то, на что ты горазд. А вот на самом деле, вот черта в характере, там, не знаю, часть личности должна быть такая самоуверенность? Или можно себя как раз-таки свою самоуверенность воспитать на Скорее всего, да, блогерстве? видеоблог делает самоуверенность в себе и повышает самооценку очень из-за большого внимания к своей персоне. А свой первый пост помните? К сожалению, да. Я помню тоже, и я еще был в школе, и это разошлось по всей школе, и я не хотел туда ходить, потому Примерно что мне так все же, да. говорили, какой я плохой, зачем я это делаю. Ну, то есть люди этого не понимают, пока ты не набираешь определенное уже количество. Планку. Да, То и есть- потом уже тебя воспринимают всерьез. То есть вот конкретно у детей действует, да, чем больше у тебя подписчиков, они так думают, видимо, чем больше у тебя подписчиков, тем ты круче. То есть если ты даже... То есть я не понимаю, как дети реагируют на контент на самом деле, поэтому приходится что-то новое экспериментировать, подбирать для них. По-другому никак с ними. С детьми тоже надо уметь разговаривать, общаться. И у нас это вполне получается. Но я уже без матов. Я уже без матов. Ну вот летом дважды вы проводили фестивали, да, Благофесты. Давайте посмотрим небольшой ролик про этот фестиваль. Первый сыктывкарский фестиваль видеоблогеров «Блогофест». Суммарное количество посетивших несколько фестивалей – около 1500 человек. Дети и подростки, родители и целые семьи. Общее количество подписчиков видеоблогеров – более 1 миллиона. Самая разнообразная программа – от песен и танцев до выступлений известных блогеров. Син весь день, син трепую всю ночь, слышь. Ищу ответы, рожден поэтом, найдешь иску, лечу кометы. Не могу дышать, но сердце знает. Я никогда не уйду, я никогда не уйду. Знаю, куда я иду, я хотя никогда не уйду. Сделать кусь! Аплодисмент! Вкусно, наверное, да? Все записали, да? Информационная поддержка от всех СМИ. Более 15 новых и постоянных партнеров, а также море конкурсов и призов. В 2018 году Блогофест будет проводиться в более чем 20 городах России. Мы приедем в твой город и соберем всех блогеров на одной сцене. 2018 год. Ищи свой город на сайте blogofest.ru. Ну вот Концовка если классная. блог вам нужен для самореализации, зачем вам нужны фестивали? Тем более вы, скажем так, по-другому скажем, заморочились, организовали Ну это да. все, да? Зачем? Увидеть своих фанатов, зрителей вживую, и порадовать их. Что это за действие, что оно включало в себя? Сейчас могу один момент добавить, да. Просто хочу отдельно спасибо сказать в эфире Андрею Стакионису за озвучку этого ролика. Я ему обещал, не обессудьте. Так, спасибо, Андрей, и привет. Он сам ждет.
Что про фестиваль можно сказать? Вообще, в чем цель? Вот если честно, сейчас на эфире, лично я привык проводить стримы. Знаете, что такое стримы? Нет, Тоже да, нет. терминологии. Я Вся эта сегодня много блогерская чего, много терминология для надо себя. изучить, да? Стрим — это то же самое, что эфир, только в интернет. Обычно ведут блогеры, играя в какую-нибудь игру, они все это комментируют в прямом эфире. В чем преимущество стримов? Во-первых, ты в режиме лайфа, то есть в прямом эфире можешь видеть реакцию своих подписчиков, их комментарии. А второе, то, что они тебе донатят. Донатят — это значит перечисляют какую-то денежку. Даже то есть такие можно есть зарабатывать сервисы. на этом еще. Да, и у нас в городе есть одна блогерша, которая в месяц около 1 миллиона зарабатывает на таких донатах. Просто около 1 миллиона. У нее на Твиче канал, там более 10 тысяч подписчиков. Причем подписка Ну, платная. она как, она феерична или вот она очень знающая? Она в первую очередь девчонка. Просто у девчонок больше шанса выехать за счет стрима, чем у парней. Просто девчонки, я заметил такую у них тенденцию, что они любят надевать такие всякие костюмы вызывающие, еще что-то, ну, чтобы задеть потенциального мальчика понятно. в эфире. И к фестивалю. А насчет фестиваля, зачем мы вообще, вот я сказал то, что на эфире сейчас я немного волнуюсь, вот на сцене, вот как сейчас промо-ролик мы посмотрели, я себя так не чувствую на сцене, ну, потому что это уже более привычная среда, эфиры. Я думал, что я тоже здесь буду себя более хорошо чувствовать, но непривычно, позже. что это телеканал целый, а не твоя теплая ламповая комната, в которой ты привык делать стримы. И вот на фестивале все было супер. Проводился он с одной целью. Это не коммерческий фестиваль, сразу говорю, потому что если бы мы хотели делать коммерческий, мы бы просто арендовали какой-нибудь клуб. Мы решили сделать все гораздо Чтобы сложнее. доступно было, да, Да. людям? Кто угодно мог быть прийти. Да, ну по факту я и мероприятия в клубах проводил, и там 300-500 человек спокойно совершенно собирал на платных мероприятиях. Но почему именно здесь? Здесь мной двигала идея, то есть полностью сама идея этого фестиваля принадлежит мне, и у меня была жесткая идея. У нас в городе много просто блогеров, у которых есть реально больше подписчиков, чем даже у нас. Но мы не знали, как их объединить, потому что во всех других городах есть, так сказать, тусовки блогеров с Ютуба. Они вместе проводят целые фестивали на федеральном уровне, то есть даже не федеральном, там еще и на Украину заезжают, в Белоруссию, то есть такие прям межстранные. А фестивали на каких-то региональных уровнях тоже есть в других городах, а в Сыктывкаре у нас этого нету. И я вот решил эту нотку новых технологий Почему привнести. Илью в помощники? Почему Почему? вдвоем, Ильяш? Почему? В чем функционал был? Мой функционал был... Я помогал очень много. Никита уезжал в Питер, и на меня это все свалилось. Я за 2 дня почти не спал, это все сделал. Вот, последние дни. Мне По тоже сути, это получилась интересно. идея Никиты, Ну да. осуществление. Да. Организация самого фестиваля интересна. Да, это было сложно. Но тут в чем жестокость? В том, что в любом случае организация стоит денег. Ну, это нереально провести, то есть вот эту вот сцену заказать, оборудование и так далее, людей, которые будут за этим следить, заборы поставить, электричество, это все стоит денег. На первом фестивале я ушел в минус. Но, опять же, еще раз скажу, это не коммерческий фестиваль, и у меня нет цели заработать. На первом я ушел в минус, но мне не было жалко, потому что я реально воплотил свою мечту, которую хотел реализовать. Еще одна сторона самореализации, так ведь? Можно так сказать, собрать всех блогеров наших местных воедино, чтобы показать, что вот мы есть, просто мы по разным районам города раскиданы, но давайте вместе как не раз-таки, общались. раз уж мы про участников заговорили, отзывы послушаем некоторых из участников. Вот это будет супер. Чалым-чалым, всем веселым! С вами проект Комиморт и Артемий Бо. Ха-ха! Друзья, несколько слов о Блогфесте. Хотел бы сказать пару слов насчет Блогофеста. В общем, мне все понравилось, даже несмотря на ужасную погоду и некоторые косяки организации. Это было все очень круто, и вообще атмосфера была очень классная. Ребята молодцы, что сделали такое мероприятие. В общем, да. Это очень крутая вещь, потому что там можно познакомиться со многими новыми людьми, которые также увлекаются ютубом, как и вы. Даже непогода, дождь не смогли испортить это мероприятие, потому что живое общение со своими слушателями, зрителями — это очень важно для каждого артиста, поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы повторим подобное мероприятие.
Мероприятие довольно красочное получилось, несмотря на погоду. Аудитория была рада и счастлива, видя своих любимых участников Блогофеста. И я думаю, обязательно нужно повторить. Блогфест – это современный формат мероприятий, который включает в себя выступления артистов, живое общение с блогерами, розыгрыши призов и подарков. Неподдельные позитивные эмоции, друзья. Специально для самой прекрасной, самой веселой публики, для нашей молодежи. Все на Блогфест. Эй! Ну, представьте нам, пожалуйста, кто эти люди? Кто там были? Блогеры наши местные, и не только блогеры, были еще исполнители. То есть у нас программа разбавленная нашего фестиваля. Выступали как блогеры, так и рэп-исполнители в своем большинстве. Там был Ярик Физи, ну я буду лучше по псевдонимам. Ярик Физи, Артемий Бо, как же без него. Влад Гатов «Внутри тебя», Наталья. Забыл псевдоним, как мне не стыдно. Наталья Вейхи как-то так. Наталья, да. Кто еще был? Давай вспоминай быстро. Нет, Кипяточка был. Это Кипяточки не те, было. кто Не было. согласились? Те, кто согласились опрос делать, или те, Нет, кто согласились? я имею в виду участники. Те, кто согласились, или все-таки поучаствовали все блогеры, какие есть? Поучаствовали более-менее все. известные? Поучаствовали все, просто остальные не успели снять видео, потому что чем ты популярнее, тем, к сожалению, у тебя меньше времени. Но хотя бы они хоть что-то сняли, и это уже радует, что они так А зачем отнеслись. им потребовалось участие в фестивале, я имею в виду? В первую очередь для самораскрутки. Фестиваль мой не только привносит вот эту вот идею воссоединения наших всех блогеров, но самое крутое, что есть в этом фестивале, это обмен аудитории между нами, между нашими блогерами. То есть, если я, например, да, подписана на вас, да, смотрю, то на фестивале я могу увидеть еще Илью, например, да, и заинтересоваться, найти его и... Ну, именно в случае с теми, кто приходит, да, а касательно нас... Вот мы, блогеры, встали, друг друга представили, и вот вся наша суммарная аудитория, те, кто других не знал, узнали других, и вот так вот все это накапливается. Пора нам прерваться на небольшую рекламу. Увидимся через пару минут, не переключайтесь. Напоминаю, что вы смотрите программу «Рабочий полдень», и сегодня мы узнаем, кто такие блогеры. И в гостях у нас организаторы Республиканского Блогофеста, сами блогеры Никита Чернов и Илья Удачный. Ребят, заговорили мы про вот Блогофест все-таки, немножечко показали нашим телезрителям, что это такое. Но я так понимаю, что это лишь начало, первые шаги, так? Это будут какие-то регулярные встречи? Может, они начнутся, не знаю, 2 раза в год, может быть, на зимней площадке? Какие вообще вот задумки? Может быть, вот как раз-таки в стены уйти? Наверное, начну с того, что я давно в сфере проведения каких-либо мероприятий, тех же с клубами связанные и так далее. Сколько я школьных вечеринок проводил, уже не пересчитаю. И вот этот весь накопленный опыт я применил в этом фестивале. А свои первые сходки, ну, когда твои подписчики встречаются с тобой, как я, так и Илья, мы по отдельности проводили. У меня прям сегодня вокабуляр надо будет, книжечку завести новую. Ну вот, когда мы первые сходки проводили, это было в 2015 году, у меня там в районе 100 человек пришло. Ты когда проводил? Я проводил в 16-м, в октябре. Там пришло 20 человек. Ну, все равно То есть это обязательная часть работы блогера, да, встреча? Не всегда обязательно. Есть и блогеры, которые скрывают свое лицо, не скрывают. Ну, куча форматов. Там те есть форматы, которые на телевидении бы не допустили, как пример. Ну, и это по желанию блогера. Хочешь — проводи, хочешь — нет. То есть, ну, это более тесный контакт с твоей аудиторией. По крайней мере, эти самые сходки вызывают более-менее лояльность у них. Потому что они понимают, что ты реально они не безразличны тебе. Ну и нам самим приятно пообщаться с подписчиками, увидеть их вживую, то, что это не роботы какие-то. Опять-таки идеи у них, да? Вот что их интересует вживую, Да, спросить, и это мы выясняем на самом фестивале Блогофесте. А дальше будем планировать, что выйдет в 2018-м, пока не знаю. Но скажу так, что нашли очень хороших партнеров, пока не буду афишировать. Вообще главная идея, чем мы отличаемся от других фестивалей видеоблогерских, которые в России везде есть, тем, что по России, по городам едут одни и те же блогеры. И самые-самые популярные. Если бы я хоть кого-то, мы хотели привезти на этот фестиваль, но там авиарейсы задержали, в общем, не вышло. Популярного привезти, он дорого довольно стоит. Естественно, они за это выкладывают свой прайс, потому что это стоит денег. Но они ездят целой толпой, и их много. А у нас какая фишка? В том, что мы в каждом городе набираем именно из их города блогеров.
а не федеральных берем. И их всех вытаскиваем на сцену, показываем, вот ваши же блогеры Знакомьтесь, вашего да? города, знакомьтесь. Можете да. дальше каким-то образом там, да, Да, общаться. и вот мы нашли партнеров, и вот сейчас думаем, как по деньгам все выйдет и так далее. И вот, как я говорил, на первом фестивале я ушел в минус, но меня это ничего не огорчило, потому что идея. У меня была идея. На втором фестивале, благодаря Илья, спасибо, благодаря что Илье, что моим способностям, я вот летом просто поработал в одном из СМИ города на рекламного менеджера, и этот опыт я применил на фестивале, чтобы найти партнеров. То есть и вот эти вот коммерческие предложения, как составлять, как разговаривать, холодные звонки, все эти вещи. Это мне очень помогло, посодействовало. И во втором фестивале мы мало того, что не ушли в минус, мы даже получили небольшой плюс, что, я думаю, неплохо. Но все-таки блогеру нужно быть знающим человеком. Разбираться Умным. нужно во всем. В первую очередь в том, что завязано на основе монтажа, видео, продукции, как это все производить. Сначала в этом надо разобраться, потом уже по тематике своей. Если ты игровой блогер, ты должен все знать в играх. Если ты лайфстайлер, ну, тут хотя бы иметь круто подвешенный язык. Илья, в чем сложности были? Или вот все давалось легко? Сложности, скорее всего, были, как меня воспринимала сама аудитория. Ну, вот моя, которая меня знает, например. И сложности в монтаже, в первую очередь, потому что это все равно сложно А научиться как это чему-то. монтаж? Методом тыка или все-таки кто-то помог? Есть уроки такие же, можно смотреть в интернете, учиться постепенно, и самообучение тоже. Фотошоп и все остальное. Это нужно все знать. Все вплоть до звука, все программы, чтобы получался именно хороший, качественный контент, который будут смотреть. Ну вот по поводу распространенности вообще по земному шару, вот есть мой любимый жанр телевизионный, это КВН. КВН представлен везде. Играл Вот там, было дело. В любом уголочке мира, в маленьком городе, в селе, везде играют в КВН. И при этом есть школы КВН. У вас не было идеи сделать школу блогеров? У вас есть опыт, есть знания, терминология. Нам предложили идею, пошли все. Сделать, просто вот собрать опять-таки аудиторию увлеченных, начинающих блогеров. Это все например. можно сделать, но и в чем, вот сразу скажу, главная проблема любого видеоблогера, у тебя мало времени на личную жизнь, потому что, поскольку все ложится на твои плечи, ты ничего никогда не успеваешь в личной жизни. И чтобы это сделать, я еле-еле время нашел хоть какое-то на фестивале, это, огромного труда стоило. Блоги создавать огромного труда, я вон из-за учебы 11 класс пошел, я сейчас снимаю, последнее видео снял в начале сентября, все, после этого ничего не снимал. А какая-то Это сложно. периодичность вот, выкладок видео должна быть? Есть какая-то разработанная система, От что, например, настроения утром, зависит. днем, или Ну, у все-таки кого-то по настроению, да. У меня но по настроению, если у меня нет настроения снимать видео, я его могу месяц не снимать. Опять же, если... Но тогда вот- вопрос как бы невозможности личной жизни не стоит, если по настроению. На Так? самом деле бывает, стоит. когда Ну, в моем нужно. случае стоит, не знаю, как у тебя. Нет, у меня, скорее всего, как будет настроение, тогда я буду снимать, потому что у меня просто получаться не будет ничего. Если у тебя есть команда, как, например, в пример приведу видеоблог «Плюс 100-500», знаете, естественно, у него целая команда людей, он просто в ней ведущий сейчас. И у него, естественно, есть личная жизнь, он снимается и в телепроектах даже. И вот там есть расписание, определенное четкое расписание, это среда или воскресенье, точно не скажу, который должен 100% выйти ролик у них. У обычных блогеров есть самый популярный у нас блогер, это все знают, Иван Гай. У нас во всем СНГ и России это Иван Гай, и он последнее видео снял 2,5 месяца назад. Ему вообще по барабану, но он самый известный, потому что у него число Все подписчиков будут больше, ждать и чем так, всех. Да? Да, то есть, зависит от терпения твоих подписчиков, скорее всего, и от твоей собственной лояльности к производству контента. Иногда реально вот в последнее время начал замечать, что спустя время просто понимаю, сижу и монтирую, такой, как это уже надоело, не хочется монтировать. Приходится откладывать. И вот эти... Самого же себя начинаю завтраками кормить. Ага. А вот, кстати, по поводу того, что у человека должно быть хорошее настроение, да, он должен заводить. Вот у нас тоже работа обязывает, и вот я, мне кажется, уже в совершенстве овладела аутотренингами всякими разнообразными, и когда плохо и грустно, все равно получается себя настроить перед эфиром на хороший лад. У вас вот есть какие-то там... Нет, Тренинги? аудитория чувствует это. Сразу же, если человек в плохом настроении, если блогер врет, он это аудитория очень Нельзя чувствует. снимать, то есть... Я же не лучше говорю о вранье, Нет. я говорю о том, что я умею себя перенастроить и создать сама себе Нет, хорошее настроение. если ты блогер с очень хорошим актерским даром, то ты, естественно, можешь на себя надеть ту маску, которая бы не была,
твои подписчики бы не поняли то, что это маска. Можно и так делать. Я, к сожалению, иногда так делаю, потому что у меня не всегда хорошее настроение. Но подписчики это не замечают, но теперь Можно меня убьют. по 3 слова. Советы начинающим блогерам. Буквально 3 слова. Вот. Не снимайте. Вот, То есть всё, не переключили. начинайте? Не начинайте это делать ни в коем случае, у вас не получится ничего. То есть конкуренцию вы сейчас убираете? Нет, Илья, на может самом быть, деле не совет? конкуренцию. Потому что нам нужно уже заканчивать, а хотелось бы вот на советах закончить. Главное не бояться ничего начинать и Пробовать, экспериментировать. да, и заниматься этим серьезно уже. Не бояться, что будут говорить друзья, знакомые, это ваше дело, и вы занимаетесь тем, чем вы хотите. Спасибо большое вам, что пришли, рассказали. Более-менее мы начали разбираться в терминологии. Если, дорогие телезрители, возникнет у вас потребность, пожалуйста, обращайтесь, мы будем приглашать еще и будем разбираться более досконально, да, в терминологии. Желаю вам огромного количества подписчиков. Спасибо. До свидания. Все, спасибо. И нашим телезрителям напоминаю, посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфиры рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании yurgan.rf. Желаю вам хорошего дня. До встречи завтра ровно в рабочий полдень.